Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. В начале о главных событиях. Благодарность за бесценный труд по продвижению осетинской культуры в странах Европы. Президент встретился с представителем МИДа Республики Южная Осетия в странах Бенилюкса. Внесенные поправки позволят устранить имеющиеся противоречия в действующем законодательстве. Правительство внесло изменения в некоторые законодательные акты. От репортажа до документального кино и азы подготовки к выдаче качественного продукта. В пресс-центре «Спутник» прошел мастер-класс известного российского журналиста Руслана Гусарова. Президент Алан Гаглоев принял сегодня представителя Министерства иностранных дел Республики в странах Бенилюкса Родиона Пухаева. Глава государства поблагодарил дипломата за продуктивную деятельность во благо Южной Осетии за рубежом. В свою очередь, председатель Координационного совета российских соотечественников в Европе рассказал о проводимой им работе, в частности, по организации Дней осетинской культуры. Алан Гаглоев первым делом выразил благодарность Родиону Пухаеву за проводимую им дипломатическую работу в интересах Республики Южная Осетия в странах Бенилюкса. Возможности у всех разные, а за границей тем более. Да. С учетом еще и сегодняшней ситуации. Да, это когда пристально все отслеживается. В свою очередь Пухаев сообщил президенту подробности проделанной работы и рассказал о планах по проведению Дней осетинской культуры в странах БРИКС. В 2001 году до 2024 года меня избрали председателем Координационного совета российских соотечественников всей Европы. Это и из Бельгии не меньше 300 человек живет. В Голландии меньше, во Франции тут больше, в Германии тоже. Мы праздники мы встречаемся, причем приезжают все с семьями там. Менеджер Бубаев, у нас это никогда не пропускаем. Испытывают ли наши соотечественники какие-либо сложности, учитывая непростую геополитическую ситуацию, спросил Алан Гаглоев. Совалатан проблема от школоты, бирабаснаты. Фала вроде бы налисавта стабилизировали. Еще планы. Ну, прессовали от русских, это авто, да, то есть. А когда показывали авто? Ну, родители жаловались, да, то есть и даже мы раз или два в месяц проводили в Zoom конференцию, в ведущую проблема, то есть мы, значит, Швеции написали письмо от имени родителей, матерей, значит, русских детей, матерям местным. Это очень сильно сыграло, и многие страны потом воспользовались таким примером. Касательно деятельности в рамках пропаганды осетинской культуры, Родион Пухаев отметил, что в своей работе старается налаживать контакты между творческими интеллигенциями Осетии и Европы. В завершении встречи представитель МИД Республики в Европе преподнес президенту в подарок альбом с репродукциями осетинских художников. Оксана Джуева, Фатима Кумаритова, КТРК ИР. Информационный выпуск сегодня. Правительство Южной Осетии сегодня внесло изменения в некоторые законодательные акты. Продиктовано это необходимостью устранения некоторых противоречий в действующем законодательстве о лицензировании отдельных видов деятельности. Тему продолжит Зарина Кочьева. По словам министра экономики, внесенные коррективы позволят устранить имеющиеся противоречия в действующем законодательстве о лицензировании отдельных видов деятельности. Кроме того, в соответствии с нормами налогового кодекса правительством приведен целый ряд статей. Настоящий проект закона подготовлен в рамках закона творческой деятельности Министерства экономического развития и в целях единообразного ведения реестров лицензирующими органами необходимо утверждение порядка формирования и ведения реестра лицензий, а также утверждение типовой формы лицензии.
Закон Республики Южная Осетия об отходах производства и потребления от 18 декабря 2013 года предполагает лицензирование деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению опасных отходов. В связи с этим необходимо дополнить пунктом 56 пункт 1 статьи 17 Закона Республики Южная Осетия о лицензировании отдельных видов деятельности. Поправки внесены в закон о наркотических средствах и психотропных веществах. 5-й пункт закона правительство признало утратившим силу, а пункт 6 необходимо изложить в новой редакции. Мы предлагаем издать пункт 5 вообще в этой статье исключить, признать утратившим силу, а пункт 6 изложить в следующей редакции. Порядок медицинского освидетельствования лица, указанного в пункте 1 настоящей статьи, устанавливается органом исполнительной власти в сфере здравоохранения по согласованию с органом исполнительной власти в сфере внутренних дел, с Генеральной прокуратурой Республики Южная Осетия и органом исполнительной власти в сфере юстиции. Только после внесения изменения в эту статью возможно будет признать наш приказ очень важный в нашей совместной работе с Министерством внутренних дел о порядке проведения медицинского освидетельствования. Поэтому прошу поддержать. Правительство также одобрило порядок исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий, компенсации и пособий лицам, проходившим службу в управлении исполнения наказаний и службе судебных приставов Министерства юстиции и их семьям. Проект постановления разработан в целях реализации закона соответствующего, который мы принимали в прошлом году и который вступил в силу с 1 августа. Соответственно, предлагаю принять данное постановление, чтобы закон уже в полную силу заработал. Вступивший с 1 августа в силу проект продиктован необходимостью усовершенствования закона и своевременного начисления пенсий. Зарина Кочева, Ида Кочева. Информационный выпуск сегодня. Югосинские курсанты профильных российских вузов по линии МЧС сегодня присягнули на верность Родине, долгу и народу. На беззаветное служение будущих спасателей напутствовал руководящий состав чрезвычайного ведомства республики. Abios legion da coma rozno okružino, čame da tervokor sarbazunde favot irolegnu mokfahudino kanot. Va fedeltenu mokfahudino kanot, va nirojete, va mekkakte. Va fastana rzdachot. Ma na force ma stroj slevot, da kudin balofta dotta в службу шаво. Согласно присяге, курсанты обязались быть мужественными и честными при исполнении долга, достойно переносить все трудности, приняв на себя ответственность за судьбу народа и республики, при этом сохраняя лучшие традиции спасательного ведомства Южной Осетии. Товарищ полковник, рядовой Кудухов для получения присяги прибыл. Я, гражданин Республики Южная Осетия, вступаю на службу в Министерство Республики Южная Осетия по делам гражданской обороны, чрезвычайной ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, присягаю на верность Республике Южная Осетия и ее народу. Торжественно клянусь свято соблюдать Конституцию и законодательство Республики Южная Осетия, выполнять уставы и приказы начальников, высоко нести честь и достоинство сотрудникам Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям стихийных бедствий Республики Южная Осетия. Защищать жизнь и здоровье людей, территорию Республики Южная Осетия от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Обязуюсь быть мужественным, честным и самоутвержденным при исполнении профессионального долга, строго хранить государственную служебную тайну, содержать в постоянной готовности технику и вооружение, беречь веренное мне имущество. Если же я нарушу эту мою торжественную клятву, то готов нести ответственность, предусмотренную законодательством Республики Южная Осетия. Служу Республике Южная Осетия. Завстрой. На нескольких центральных улицах столицы республики ведется ямочный ремонт дорог. К плановым работам по устранению дефектов дорожного полотна приступили в начале недели. Дорожники постоянно следят за состоянием асфальтного покрытия и по мере необходимости выполняют ремонтные работы. Тему продолжит Агунда Гупосова.
Работы проводят специалисты управления ЖКХ при городской администрации. 5 специалистов с применением 3 единиц специализированной техники приступили к демонтажу изношенного покрытия дорожного полотна на улицах Осетинская, 8 июня, Кочиева, Харебова, Хубулова, Пушкина, Героев и на перекрестке улицы 8 июня и Медведева. К концу недели, как нам рассказали в городской администрации, дорожники приступят на этих отрезках к укладке нового асфальтного покрытия. Заезд Михаил Московский, там был произведен ямочный ремонт, было демонтировано старое асфальтное покрытие на около 180 квадратных метров. Новый асфальт, да, там вся работа была закончена. Дальше идет у нас демонтаж по улице 8 Осетинская, Кочиева, Валерия Хубулова, по улице Исаака Харебова и еще Пушкина. И остается, на завтрашний день остается улица Героев. Приступят к асфальту в понедельник, воскресенье, вот так. Дорожные службы стараются максимально оперативно реагировать на каждое обращение граждан, чтобы избежать возможных аварийных ситуаций. Ямы на дорогах делают движение небезопасным. Из-за выбоин водителям нередко приходится выезжать на встречную полосу или ехать прямо по ухабам. Параллельно с этими работами ремонтируются и смотровые колодцы инженерных сетей водопровода и канализации, добавили в городской администрации. Также были демонтированы и выровнены по линии проезжей части эти смотровые колодцы по улице 8 июня, Исаака Харебова, Пушкина и Кочиева. Все работы, да, которые мы сейчас запланированы, ямочный ремонт на новой неделе, уже они должны подойти к концовке, да. В заключении Сослан Лалиев отметил, что мониторинг ситуации на дорогах ведется непрестанно. И по мере возможности ямочный ремонт в столице будет проходить регулярно, согласно возникающим требованиям. Агунда Гобозова, Алим Битеев, информационный выпуск сегодня. Государственный университет продлил приемную кампанию на новый учебный год. Студентами Югостинского госуниверситета в этом году станут около 700 абитуриентов. Их количество превышает показатели прежних лет. Прием проходит на бюджетные и коммерческие специальности очного и заочного отделений. Подробности у Яны Блеевой. Кампания к концу июля практически была завершена, но прием документов пришлось продлить до 20 августа. Соответственно, комиссия продолжает принимать заявления абитуриентов до завтрашнего дня включительно. На новой неделе для участвующих в дополнительном наборе стартуют вступительные экзамены. По таким специальностям, как юриспруденция, экономика и управление на предприятии, психология, промышленное и гражданское строительство, прикладная математика, информатика. Конечно, есть и специальности, на которых мы не добрали пока контрольные цифры, и с этой целью как раз и был объявлен дополнительный набор. На заочном. Можно озвучить эти специальности, где есть? К примеру, скажу так: осетинский язык, литература, русский язык, литература. В основном это учительские профессии, так скажем. По результатам основного этапа приемной кампании первокурсниками Государственного университета имени Александра Тибилова станут около 700 абитуриентов. Эта цифра немного превышает показатели предыдущих лет. На сегодняшний день, картина такая. Что касается дневного отделения, то у нас результаты даже лучше, чем в прошлом году, как-то и по отдельным специальностям, и в целом структура дневного отделения, и общее количество. Что касается заочного отделения, то у нас цифры меньше. Прием был объявлен на 12 специальностей дневного отделения, 7 и 16 специальностей заочного отделения на бюджетной и коммерческой основе. Образование на платной основе в Государственном университете можно получить по таким приоритетным направлениям, как государственное и муниципальное управление, международные отношения, промышленное и гражданское строительство, фармация, юриспруденция, финансы и кредит. У нас после 1 сентября продолжится прием документов для поступления на заочное
установочное отделение. Установочная сессия обычно для заочников начинается где-то 1 октября в основном. И до того, пока не начнется установочная сессия, мы в принципе будем осуществлять прием на заочное отделение. Поэтому, если кто-то не смог вовремя, пожалуйста. По словам председателя приемной комиссии, в сентябре продолжится прием документов для получения второй специальности на базе высшего образования. Яна Плиева, Альдина Чихоева. Информационный выпуск сегодня. В пресс-центре «Спутник Южная Осетия» прошел мастер-класс известного российского журналиста Руслана Гусарова на тему «От репортажа до документального кино». Представители СМИ имели возможность подробно ознакомиться с тем, как с профессиональной точки зрения необходимо подходить к подготовке качественного материала. Что такое документальное кино, чем оно отличается от телевизионного репортажа и каковы профессиональные подходы в обоих случаях для достижения качественного результата в конечном продукте. Представители СМИ Южной Осетии, особенно мы, телевизионщики, имели уникальную возможность постижения профессиональной подноготной в изготовлении того или иного медийного продукта. И вот самая главная разница между репортажем и документальным кино в том, что репортаж фиксирует действительность, а документальное кино творчески ее переосмысливает через личность автора, через личность режиссера, через его представление об этой теме, об этих героях. То есть это творческое переосмысление действительности. Мы не просто ее зафиксировали, мы ее еще потом переосмыслили и переложили на язык кино посредством видео или киносъемки, или фотосъемки, а к ним еще добавляются звуковые эффекты. Гусаров также рассказал о том, как пришел в профессию. Хотя сам Руслан мечтал стать юристом, он волей случая пошел по стопам отца, тоже профессионального журналиста. В 1989 году, вернувшись из армии, Гусарову-младшему пришлось пойти на задание вместо отца. И это переломило ход его мыслей относительно будущей профессии. Руслан снимал фоторепортаж о новом авиарейсе из Махачкалы в горный район Дагестана, преодолев при этом свой страх и, по его собственному признанию, проявив при этом даже некоторую наглость. Жутко было мне, страшно, в том смысле, что надо было, оказывается, решать вопросы, надо было разговаривать с людьми, надо было преодолевать стеснение, как это делать, как разговаривать, как добиваться того, чтобы тебе пошли навстречу, чтобы тебя взяли в этот самолет. Как-то я испытал, конечно, очень бурю эмоций, но не буду долго об этом говорить, скажу лишь такую вещь, что я в итоге попал на этот самолет Ан-28, мы полетели в горы, у меня был фотоаппарат, я не просто снял там все, я этих летчиков заставил взлететь и сесть в горах специально для меня, чтобы я их сфотографировал. Я своей наглости поражался, удивлялся очень долго. Так началась карьера репортера Руслана Гусарова. Уже с первого курса факультета журналистики сотрудничал с разными печатными изданиями. С 1993 года была запущена телевизионная карьера журналиста Гусарова. В Южной Осетии съемочная группа НТВ начала работать в 2004 году. Журналисты с первого дня прикипели сердцем к республике и народу. Стали появляться первые репортажи про танец лезгинка, школу-студию «Пять сторон света», про гениального осетинского танцора Нудара Плиева. И таким образом журналист открыл Кавказ с другой стороны. Он называет этот период одним из самых прекрасных творческих времен своей биографии. Люди специально учатся в АГИКах, учатся в других вузах, где отдельно изучают режиссуру, сценарий документального кино, продюсерское дело. Очень важный момент. Как ты готовишь этот фильм, как ты на него заходишь, что в итоге получается. Гусаров – лауреат многих государственных наград и премий, в том числе и медали ордена за заслуги перед Отечеством первой степени, за освещение боевых действий в Южной Осетии, за заслуги в сфере журналистики, а также мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга. Руслану Гусарову присвоено почетное звание заслуженного журналиста Республики Южная Осетия. Те, кто захочет снимать документальное кино, надо просто понять, что этому надо учиться. Читать, говорить со специалистами, анализировать, и тогда ваше документальное кино, путь к нему будет намного проще, интересней и профессиональней. Вы избежите ошибок,
наиболее часто, которые преследуют всех тех, кто не придает этому значения. В эту ловушку попадают наши коллеги-репортеры. Они думают, что раз умеют снимать репортаж, и если они опытные, маститые и так далее, иногда сносят голову, иногда они чересчур о себе большого мнения, попадают в документальное кино, а это, выясняют они уже на месте, совсем другая профессия. Стелла Бязарова, Регина Черткоева, Рауль Кочиев. Информационный выпуск сегодня. А сейчас узнаем, какая погода нас ожидает. По республике ясно. В Знаурском районе днем плюс 31, ночью 16 градусов тепла. В Цавском районе днем плюс 25, ночью плюс 14. В городе Квайса днем плюс 23, ночью 12 градусов тепла. В Ленигорском районе днем плюс 30, ночью 17 градусов с плюсовой отметкой. В столице республики в Цхинвале днем 29 градусов тепла, ночью плюс 16. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джуева. Желаю вам всего доброго и хороших выходных.